Чрезвычайно насыщенной оказалось завершение этой недели. Сегодня в коме руководители сразу 2 федеральных министерств. А еще после достаточно напряженной предвыборной кампании началось 3-дневное голосование. Слово Алексею Корчме. Вот она, проверка боем, развязка всей предвыборной кампании. 3-дневное голосование в Государственную Думу России стартовало в 8 утра. В коме работают все 638 избирательных участков. Эксперты пророчат успех тем кандидатам, кто больше работал в поле. Хочу проголосовать и выбрать того кандидата, которого я считаю нужным. И партию тоже выбрал, ту, которая мне, во-первых, нравится, во-вторых, она тоже очень много делает для всей страны. Надо думать о будущем, о детях. Самое главное, о детях, чтобы они жили хорошо. Ну и мы тоже вместе с ними. Политические партии и кандидаты-одномандатники в предвыборной кампании использовали разные методы и ресурсы. Встречи с населением, уличная реклама, листовки в почтовых ящиках, дебаты в прямом эфире. Но большая часть агитации в интернет, зачастую на грани фола. На мой взгляд, некоторая агрессия, которая исходила от нескольких политических партий, нескольких политических объединений, несколько отпугивает людей, пугает их и снижает, наверное, в какой-то степени доверие к институту выборов. Но в то же время были и те партии, которые подошли грамотно к самому процессу формирования программ своих собственных и к общению с избирателем. В коме досрочно проголосовало более 3500 человек, жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов. Без приключений не обошлось. В Печорском районе шторм на реке помешал членам УИК приплыть на лодке в деревню Оранец, где проживает всего 35 человек. Перенесли на другой день. К воркутинским оленеводам добирались на вертолетах. Всего было охвачено 8 оленеводческих стоянок, где проголосовало 30 человек. В эту кампанию больше 8000 жителей коми решили голосовать на дому. Бабушки всегда нас очень хорошо встречают, потому что они прямо такие ответственные и всегда хотят голосовать. Всегда угощают нас, предлагают даже зайти чаю попить, но, к сожалению, нельзя. Для того, чтобы пригласить членов комиссии на дом, необходимо до 14 часов 19 сентября обратиться в участковую комиссию письменно или по телефону, лично или попросить через родственников. Также можно оформить заявление о голосовании по месту нахождения. Общее число заявлений на исключение у нас около 24 тысяч из наших списков. И общее число заявлений на включение в списки избирателей на территории Республики Коми около 20 тысяч. И вот наш баланс, минус 4 тысячи от общей численности избирателей. Многие перекрепляются от участка к участку, не выезжая за пределы Республики Коми. То есть они остаются здесь, то есть мы их, по сути, не теряем. В этом году практически на всех участках идет видеосъемка, но общедоступной трансляции нет. Следить за выборами могут сами кандидаты, представители политических партий, общественники, уполномоченные по правам человека. Картинку транслируют на большой экран Центра общественного наблюдения. Все достаточно хорошо видно, плюс еще к этому добавляются наши независимые общественные наблюдатели от Общественной палаты. Здесь же будут другие участники процесса, поэтому большое количество глаз следит за тем, что происходит у нас каждую секунду в каждом помещении для голосования. На 65 участках работают комплексы обработки избирательных бюллетеней, так называемые КАИБы перепрошили. Благодаря новой программе комплексы будут работать 3 дня, ранее всего 1. Ночью на тех участках, где КАИБов нет, бюллетени с голосами запечатают и спрячут в сейф. На этом сейфе в обязательном порядке должна быть табличка о том, что там хранятся сейф-пакеты. И это все должно четко просматриваться в поле зрения видеокамеры. Какие-либо иные предметы и материалы храниться в этих сейфах не могут. Они предназначены исключительно для хранения сейф-пакетов. Сейфы будут опечатываться, бумажкой, скорее всего, с печатью участковой избирательной комиссии. И то, что туда будет попадать в течение 17 и 18 числа, будет извлекаться только после 20:00 19 числа. В региональном избиркоме отмечают тенденцию сокращения жалоб и обращений. Пока таких поступило всего 10. В
Впрочем, впереди еще 2 самых напряженных дня, когда любая агитация за кандидата или партию запрещена. Тем временем общественники констатируют, атмосфера среди конкурентов по-прежнему остается напряженной. Компания в массе своей ушла, вся очень серьезно ушла в интернет-пространство, надо определять, потому что большое количество телеграм-каналов было задействовано в этой избирательной кампании. Вот тут немножко можно говорить о некоторых негативных технологиях. В списке избирателей включено 648 924 жителя Коми. В региональном избиркоме прогнозируют явку на уровне от 36 до 46%. Первые предварительные данные по выборам в Госдуму огласят утром в понедельник.